Ладно, что Очень начнем, интересно. и потом уже в процессе про все это поговорим, если получится. Сам Бен Нохадут. Здравствуйте, друзья. Мы решили снять еще один выпуск из удивительного города Улан-Батор. И сегодня у нас в гостях Слава Иванов. Это ученый-лингвист и языковой активист, активист бурятского языка, который является сотрудником Российской академии наук и который с осени 2022 года базируется в городе удивительном Улан-Батор. Я адекватно все сказал, Слава? Да, все правильно, да? Сэмбэна. Сэмбэна. Саганхалынмэнде. Цагаармэнде, Жылдэханарокто. Ты когда-нибудь вбивал свое имя в Гугле? Да. Что там первое вылезает? Ну вот первый вылезает в основном наша рабочая страница. Вот, Ваша, это как, что значит? Это страница, моя личная страница на сайте Института языкознания. Да. Вот, там вбиваешь Иванов Вячеслав Валерьевич, там вылазит сразу вот эта ссылка. Потом выходят разные статьи, которые я писал. Но их не так много, конечно, там около 3, но периодически попадаются. Когда я вбил, мне тоже сначала вылезла ссылка насчет Российской академии. Расскажи, чем ты там занимаешься, пожалуйста, Слава. У нас с 2021 года в Российской академии наук, в Институте языкознания образован научный центр по сохранению, возрождению и документации языков России, который занимается вопросами изучения, сохранения языков России, всего языкового многообразия, которое у нас присутствует. А ты по каким языкам России, которые вы изучаете, сохраняете? Я в основном занимаюсь бурятским, конечно же, это мой профиль. Потом калмыцкий, как родственный бурятскому язык. И с 22 года у нас еще появился хамниганский. Хорошо, это тоже ты им заведуешь? Да, теперь да. Там есть такая, ну, типа описание, и там перечислены языки, которыми ты владеешь. Там написано, что у тебя бурятский, потом начальный монгольский, английский крутой и еще итальянский интермедиат. Да, да. А откуда итальянский, Слава? А итальянский я изучал, когда учился в бакалавриате, в высшей школе экономики, в школе лингвистики. Вот. И у нас там на первом курсе был выбор немецкий, французский, итальянский. Но на немецкий, чтобы попасть, нужно было пройти тестирование по английскому. Вот. И те, кто набрал более высокие баллы, те проходили в немецкую группу. Но я не набрал настолько высокие баллы, поэтому попал в итальянскую. А ты можешь что-нибудь по-итальянски сказать? Типа, не знаю, что ты сегодня делал или что-нибудь такое? Так, вот это, наверное, уже вряд ли, но Хорошо. Поздороваться могу. Чао, амичи, mi chiamo Slava. Так, что дальше? Ну, не знаю, что ты приехал из Бурятии. Sono di Repubblica di Buryatia. Ho 26 anni. Sto in Ulaanbaatar. Замечательно. Ты можешь все языки, которыми ты владеешь, расставить от того, который ты знаешь лучше всего, к тому, который ты знаешь хуже всего? На которых ты более-менее Наверное, на первом знаешь. месте будет все равно русский, потому что это мое ежедневное общение, моя работа. Потом, наверное, бурятский и где-то английский тоже рядом. То есть что-то я могу лучше сказать по-бурятски, что-то я могу лучше сказать по-английски. Потом, наверное, дальше идет монгольский, да, потому что сейчас я его активно тоже изучаю, и итальянский. Хорошо. Хорошо. Смотри, а если из всех этих языков тебе можно было только один оставить, а остальные тебе сказали, что придется забыть, ты какой бы один бы выбрал бы? Ну, на самом деле, вот у нас это сложный вопрос, потому что на самом деле вот наш центр продвигает многоязычие, потому что владение одним языком это, конечно, хорошо, но мировая практика вообще показывает, что в мире гораздо больше именно многоязычных сообществ, которые владеют 2 и более языками. И действительно, вот когда я вот сейчас приехал, получается, в Улан-Батор, снова активизировал свой монгольский, да, халхасский язык, и я действительно понимаю, что я могу сейчас разговаривать и с местными монголами, и на русском, да, могу тоже хорошо изъясняться, и на бурятском, вот, и на английском, и это вот дает такой вот простор для маневра. Хорошо. Ты очень изящно избежал ответа на вопрос. Ну, потому что, вот. Слава, можно я расскажу, как я узнал о тебе? Да. Пару лет назад мы снимали интервью с Самгаланом Жамсовым, Дашин Амгалан. Твой товарищ. Конечно, да, я его знаю. Да. И он мне сказал между делом, что вот есть такой чувак, его зовут Слава Иванов, и этот Слава Иванов сведущ в танцах. Он практикует танцы и разбирается в танцах. Он сказал правду или нет? Правда, да. Я, пока еще жил в Москве, когда учился в университете,
я ходил в студию танца Буинхан. Ты, получается, любишь танцы? Да. За что? Я на самом деле начал танцевать вот именно когда пришел в Буинхан, то есть до этого я никогда не занимался, и мне понравилось это тем, что ты можешь выразить на сцене именно вот этот характер, да, разных народов, да, потому что мы танцевали и бурятские, потом монгольские танцы, калмыцкие, северные танцы, корякские танцы у нас были, и вот в каждом танце все равно своя манера. А у тебя какой любимый танец слова? Так, сложно сказать. Я люблю чечердык, вот калмыцкий танец. Хорошо. А бурятский танец ты уважаешь? Конечно, да. Ну, прежде всего, что у нас? Йохар, да? Ты можешь вот сказать, что отличает бурятский танец от других танцев? Ну, бурятский танец традиционный, да, это прежде всего йохар. Да, его еще называют йохар натан, да, то есть игрище йохар. Вот. И здесь мне нравится то, что на самом деле движения здесь такие довольно ритмичные, да, они разноплановые, то есть начинается всегда с медленных таких покачиваний, пошагиваний, и заканчивается это все быстрыми такими шагами, там, прыжками, бегом даже иногда. Бегом. И все это всегда сопровождается именно песенным исполнением. И вот мне нравится то, что в этом танце, да, в йохаре синхронизировано и танцевальное искусство, да, и песенное. И даже песенное, я бы сказал, на самом деле на первом месте стоит, потому что йохар всегда был таким способом выражения, да, разных своих эмоций, да, любовь. Вот мне нравится то, что действительно во время йохара, да, раньше, вот как рассказывают наши старшие, да, люди могли импровизировать спокойно, свободно, и в своих вот этих песнях, да, импровизациях выражать любовь к родине, любовь к какому-то человеку, да, к природе, потом описывать какие-то происходящие события, да, подкалывать друг друга. Типа джем, короче. Ну, возможно, да. Вот. И вот этим мне нравится. И сейчас, к сожалению, вот такое исполнение встречается редко, да, потому что в основном поют заученные тексты, да, и заученные движения. Вот. И, конечно, хотелось бы возродить такую вот живую традицию. Хорошо. Но тебя, получается, современные танцы, они не так интересуют, как традиционные, я правильно понимаю? То есть, например, тот же вок там или что-нибудь такое? Ну вот вок у нас в Буинхане тоже танцевали, но я, по-моему, не стоял там, да. У нас был То есть он у тебя хаос. внутри какой-то огонь азарта не разжигает? Ну вот на самом деле нет. Мы, когда вот у нас тоже мы готовили одну из концертных программ, мы решили разбавить ее какими-то современными направлениями, и там, по-моему, был хаос. Кажется, да, он. И это было вообще совершенно другое, то есть пришлось перестроиться по максимуму, да, чтобы начать, чтобы проникнуться этими движениями, да, под музыку попасть. И в конце, да, действительно, мне это тоже понравилось, я начал получать от этого удовольствие. А кто сейчас самый клевый бурятский танцор считается, такой, который плюс-минус более-менее всем признается? Вот это я не могу сказать. Кто вообще есть-то? Я только Андрея Поник. Знаешь Андрея Поникса? Да. Ага. Вот он крутой считается? Ну, думаю, да. Хорошо. Почему нет? Хорошо. Ты про танцы заговорил, я вспомнил, ты про йохар говорил. Почему, можно тебя спросить, как лингвиста, почему в буряты говорят хатар, а монголы бучик? Это же типа вообще какие-то разные слова. Хотя это же базовые понятия, типа там кал или ну что-то такое. Есть же такие, типа там ос, да? Которые... Да, на самом деле все-таки танец, слово танец само, оно не такое базовое, потому что базовых слов их всего там где-то около... Так, 100 есть, 100-словный список, есть 200-словный, есть 400-словный. А танец туда не входит, танец да? туда не входит, да. Себе. И вот бурятский хаттар, да, насколько я знаю, я вот все-таки не специалист в монгольском историческом, да, языкознании, но я предполагаю, что это происходит от слова хатарха, да, хатарха это как бы говорят про лошадь, которая скачет рысью, то есть рысит, да, и вот это вот исполнение йохара, да, почему его называют хатар, почему йохар хатарха. То, что они пляшут как рысцой идут. Ну да, вот примерно из-за этого. А вот слово буджик, откуда оно произошло, я вот это не могу сказать, к сожалению. Жаль. Я иногда захожу на популярный сайт twitter.com и читаю там твой аккаунт. Ты его уже много лет ведешь? Или немного? Короче, это единственный аккаунт, который большая часть контента которого публикуется на бурятском.
Я прав? Да, я думаю так. Да, у тебя ник там Барлактан. Ага. Что это значит такое? Это на самом деле название моего рода, точнее подрода, который проживает у нас в деревне, да, это село Закулей Нукутского района Иркутской области. И получается, там вот на этой территории проживает несколько родов, там из них мой род это Олзе, и вот в этом роде есть очень много подродов. Вот, и один из них это Барлактан. Понятно. Как раз, да. Хорошо. Как тебе Твиттер, уважаешь бурятское Твиттер-комьюнити? На самом деле, вот я с ним познакомился, когда начался ковид, это начало 2020 года, когда все сидели на локдауне, никто ни с кем не встречался, и единственное, что оставалось, это как-то друг с другом знакомиться, общаться в сети. Вот, и действительно тогда это было прямо чем-то таким глотком, на самом деле, свежего воздуха, когда ты был заперт в своих 4 стенах, никуда не мог выйти. И вот тут было такое прямо живое и очень активное общение. Да. И потом, на самом деле, оно вышло уже за рамки, конечно же, сети. Мы познакомились со многими ребятами вживую и со многими очень хорошо общаемся. Вот я, будучи в Москве, с ними постоянно организовывал какие-то там бузапати у нас были всегда. Всегда куда ни ходили, в музей, там на выставки, какие-то другие мероприятия. Вот, ну, очень активно проводили время. И это на самом деле очень такое душевное, такая была отдушина. Какие там душевные есть персонажи в Твиттере для тебя из Буртви? Ну, наверное, самый душевный человек, это ее звали мать бурятского Твиттера, сейчас она начальник Твиттера. Это Гера, которая? Да, Грылма Юрзанаева. Ага, да. Хорошо. Вот, и действительно, это, вот мы с ней общались и до сих пор общаемся, и она очень такой живой, добрый, мягкий и творческий человек. Хорошо. Вот, я обожаю ее творчество. А Гришу Грока уважаешь? Ну, я с ним на самом деле мало общался, но вот наше взаимодействие было такое очень, на самом деле, положительное. Ну что ж, да. Хорошо. В Твиттере я прочитал, что у тебя в школе был любимый предмет бурятский. Да. Это ложь или правда? Это правда. Это правда. В какой школе ты учился, Слава? Школа номер 2, это Сухобаттера 5. Вот, и у нас, почему мне нравился бурятский, потому что наша учительница, она была уже, сколько ей тогда было, лет за 70, наверное, ее звали Балабанова Дымчидма Мункуевна. Необычная вот. фамилия бурятская. Да, но не знаю, кто у нее муж был, вот, но это ладно, это оставим за скобками. Вот, и она, на самом деле, вот прививала нам любовь к бурятскому языку именно тем, что она как-то очень ненавязчиво, очень по-доброму подавала все, и в наших учебниках тогда были тексты разных песен бурятских, и она эти песни для нас исполняла сама. Вот, и потом играла с нами в разные игры, тоже там надо было, пока называла какое-нибудь слово с дифтонгом, надо было на карточке показать нужный дифтонг. Окей. Вот, это было очень интересно и душевно, и вот нам ее уроки очень запомнились. Видимо, ей удалось привить любовь таки. Да, я так думаю. Ты знаешь такую девушку, ее зовут Наташа Папаева? Да. Как-то я смотрел ее сторинзы, и она сказала, что она знает всего 3 человека, которые выучили бурятский, которые с детства не знали бурятский. И один из них это был ты. Да. Она лгала или говорила правду? Не, она говорила правду, она, то есть писала правду. Писала, хорошо. да. Тега бурадар нырхой расудл хоржа болхо Зе шанды. болха. Зе. Бурят хонде хзе ханер холте болапшы. Мне ханхда нигитти класста орхда. Те. Биде нигитти класста. Хзе тегет яже хэшингет тегет юнде. Ага, бурят хонде ханер холбаба. Нигитти, би нигитти класста орхда харин нигитти хорголды арапыны. Яң ардар кылхыды Байкальская перспектива гын хорголды. ПВЗ дайры байдык. Ага. Тегде тынды бурят хылые нигитти класса азадык байга. Тегде бурят хылных шылды ылдыбын шыны угнуды мыдыжы хоржа зариман мне намтай хамта хордык байгын учибут зармин бурят хылтай байга. Тегде бурядар охым бурядар хорылдык байга. Тегде би тедене хархада игет орхо хордык байга. Юнды би бурят хада турыл хылыры доғырдык гүйбе. Тегде тірі саңа қашы. Дала тай байқадашын Тим. Ну, дала нәмтай байқадашын. Тегде юң
Саша хорти класста орходо ныгы юм дангены гысыргыжы мурсон байга. Тегиде би ины мурсоны тула дыгыл затыгы дыгыл апхы йотай байга. Тегиде тыры хормянга онода ихинде дыгылы хана хап хапшы. Тыры юм прокат юм байга, юс байга. Тегиде биде ины юм же олысы нигдугер лицей-интернат, буряда лицей-интернатта хандыжы тінде ниги гойхын буряда гылабапти. Тыр малгайты, быхты, тихиде трениумда тяпхада бейхы игед юм досага амогархыдык байгаби. Тихиде изыхы ходы, арвындыгти класс болтыр хордык байга. Гойдук байгав. Танамда гойхын бурядыглы ойжу гытты. Тегиде арвындыгти класста хорза байкыдым нетір намды бурядыглы ойжугу. Тегиде би муно болтыра. Тыры дыгыл муно Москвада байны, тыр Москвада би абашап. Тегиде шо нынтха юн гыжыхлы мне. Ямар хойор ю бурядхылыңдыры хоржа байныр. Хенда. Юм досом не нарынгара. За ю хысы гышни ханихивы. Хысы го хорнихда баха нухудай магай. Хажода байхын тосқынода гарбалтай. Мне бабай зухулим тага гарбалтай. Ехде жимни мулхутын тага гарбалтай. Зухулим мулхутын хорында хыды 7 километр байна. Хажода байды тосқынода. Техде тынды туру. Баба мне тынды зухулды туру, жимни уланытты туру. Техде вот игже тынды хихунут байна. Ахын гыжнырте тыр хайыршне. Аба мне Валерик жынырте, жимни Еленик жынырте. Зе. Гырте байқыдышны ямар хылары доғырыныпты? Жа вот я би ордор доғырды, инді бүхді түді yung зубылты засыға өйді тұродылы, хорголда хорадылы. Баба мне хада yung түрі зухылды тұрод, хыды хайыр ғоротайда Илдыбын хотын тосқынудар ябдық байға, енді бүхіді бабының сірішін құн байға. Егді сірішін құн байғын тұла түріміне егізі, қайша трени ябылғы түйші түді болтында гір бұлыры ашқа. Егді хүді далын табынан аға қайша түріміне бабайміне олан ұтты. Ередлі түнді хоржықлы. Егді баға оры бурят хылығой байга, тегде жимни бага, бурят хылыгуй бага, жимни тра yung же восточник же yung хоролылды турот тинде хорголда арат, арон наймын наха болтыр тинде ходык байга. Тегде ені зубулты засыгай yung зубулты олса хылны бадалғы тим байга, тра бурят хылы я хорголда задык гой байга, тегде yung уланды хотыды шибаха yung ганса ордор доғырды байға. Бұрадар доғырқыда шама егедлі мұқайғар қарат. Тегеді тимо шарахаты дұқарни бурят хылуы бала. Тегеді мұны бей баға қойырды өтей бе. Мені жақын дұхыбың арвын нүкте. Тегеді бе ехі орғолды хоржы байқы үйді. Сонда гүрті ерхіді тренте хода бурядар доғырдық байға бе. Тегеді түріміне жақын байқыда зармы бурядар зармы юмы хылжы шадылтай байға. Тегеді мұны ши баға шаддық. Қой? Мені тренте хода бүхілі жыл байға хамне түріміне мене ханықыда мұны болтыра, мұны ұлу хәнар бурядар доғырқы байға. Шу бол, юште, ерху бурядымыш? Те, ерху бар. Те, ғақылты нұқыда әміғай. Те. Тірі ғазырты явақын қош? Те, тірі қойырменға арван дұрван анға қойшы бей зон бөрі ябды. Үні әмікшіні ұлаңдыға ғай қалың әмік зоу? Тем, тірі ұлаңдыға құды далан зон километр. Мане видео харакшытты нүгза хоржу ғышта тірі әмік тұқашны? Тірі Нухуда ямақыда ұңғын қалды байдық. Текеді түрі ұңғын қалғызы аңғары мұрынды ордышы ортық. Текеді түрі ғазарына қыда екі ұзысқын тұғайы ғазар. Зонда ерхіді қо бұқы түрі
хаты довонут ногон байна ногор хошгнын хай тэгэхдээ тэр ногооны дундор ногооны дундаа юм зэдгэнэ оргодог именно гүзөргэнэ гэж ондоо бурядууд хилдэг аха тэгээд трени түүхэд баха хэм их юм мөнө болтра ханар ханж байна би тэр трени түүгээд тэгээд арлигаад юм варени сандаг аха тэгээд тэр өвлөө тэр варени итгэдэ их гоё байна амттай тэнде хожобайдаг олдучны хонучны ямар олдуд вэ онсо илхат юм тэр но хүн аймаг бүхнээ хүнүүд ямар да илгаатай тэгэхэд миний ханхда юм нийт но их бие их адли байна бдэ тэр бурядууд хамаагүй ямар шамагаа хада тэр агын хада ирхүүгээ хада хамаагүй тэр бид хамта бурядууд бдэ да тэгэхэд илгах юмна ийм ших бэшэ тэгэхэд юм гэхэлэр манай өнгөн занхада их томоотой томтой их юм дан ихэр уурлуудаггүй хоо ийгж аалхнаар томоотойхноор ядаг хөөрдөг байна. Тэгээд л юм манай өнгөн олоо олон мэдээж үлгэршэд төрөнх гаранхай тэгээд тод хэн Папатушмилов байна Пёхан Петров тэгээд одоо өшөө хөдөн үлгэршэд байгаа тэгээд тэр гисэр ба олон ондоо тэр үлгэр туужнуудыг яадаг хөөрдөг байгаа. Зэ. Тэндээ слотай байхад шний юу хонин хах юм би үү? Тема юнгс би слотайда юу хөдөг бивдэ ихэр газаагуур явах дуртай би. Тэр элдбэн юм энэ мил тэр хотын төвөр биш харин ямар да тэр хүнээ явдаггүй газарнуудаар зайхад дуртай би. Энэ жишээлхэд тэр ПВЗ гэж хороолол улаануудтай байдаг. Аха тийхтэй би тэр ПВЗ-я хүнзон ямар да юм криминал гэж хороолол хандаг. Тийхтэй би тэр гүрэ ангуур ихэд явдаг тэрнэ байшингуудыг юм шоё орсон тойрны гайхадаг би. Юнд бүхэд энэ их хайнаар барихан ийм соцгордог байна гэж хэлсэн байна би. Ше оюутан байхад шний тэр онгон голой нутаг хлыял же багаш. Тийм. Тийм үү? Тийм. Харин мөнө хорин нутаг хлын дээр доорнаш. Юунд вэ? Бомдие би тэнд вот хэдэ 20 жилийн урттай тэнд зөвхөн тогтоошоодла юм экспедиц гэж байгаа. Тэгэхдээ тэнд байжаа байхада би манай тэр өнгөн голой буруудад юм диалектээр дуугардаг байгаа би. Тэгэхдээ мөнөө тэндээ юм осоод энэ хори буруудтай ихэр хөрлөдөг. Тэгэхдээ Тимосраха би энэ манай орон зохиолын литературны хэлээр мөнөө юм дуугардаг би. Тэгэхдээ мөнөө энэ Монголд Улаанбаатарт байхада баха эндиши тэр дорнод аймагай хинтэй аймагай буруудтай танилцаж тэднэ болто баха юм хори бурууд байна. Тимосраха би тэдэнтэй баха юм энэ литературны хэлээр дуугардаг би. Аюун тэр онгон голой нутаг хлын ямар илгаатай юм? Онстэй ямар онстэй юм? Тэр онсой илгаануудын жаахан байна. Жишээлхэд тийм олон биш үү? Тийм олон биш аа. Бид юм жишээлхэд литературны хэлэнд юм хүн байна молоко. Тэгэхдээ манай нутаг хэлэнд өхөн байна. Өхөн гэж хэлдэг үү? Тэгэхдээ ведро үгүй ведро биш. Бид ведроя хоолгоо гэдэг би хоолгоо. Энэ хори буруудад хүнэг гэдэг. Тэгэхдээ барганы буруудад замтуу гэдэг. Тэгэхдээ өглөөдөр вот өглөөдөр гүнгүй бид өглөөдөр биш маргааш гэдэг. Анхан байна монгол хүнтэй. Тийм. Тэгэхдээ юм зарма ондоо буруудад малгаар хэмт юм их захилдэг захилх байна би. Тийм илганууд.
Ю трихонучны хоо ю хонгодрок тэтэмү. Үгүй биш. Зарим олон болгодууд байна. Но ихэнхээр би өөрөө болгод байна би. Тэгэхээр манай юм олзай юм гэж омог ханаха алтайха гарвалтай гэж ийм юм домог байна. Тэгэхээр үнэнгүү үгүйгүү гэж бүмэдий хунзон тийж хылдаг. Манай нэтага хунзон. Тэгэхээр юм ж тим байна. Вала. Да. Слава, ты оказался в Монголии вскоре после 21 сентября. Как принял решение оказаться в Монголии? Ну, на самом деле, долго особо не думал и подумал, что это такой как бы шанс, да, попробовать пожить где-то в другой стране и, например, вот в Улан-Баторе, в Монголии, близкой по культуре, по языку стране, вот, и как-то это было все довольно быстро. Ты в Москве был, когда все случилось? Нет, я был в Элисте. А, ты в Элисте был? Да. Но ты сначала, вы поехали в Казахстан? Да. Но ты изначально думал, что в Монголию поедешь, да? Или да, ты думал, конечно, да. У меня сразу стояла цель добраться до Улан-Батора. Ну, вот что я и сделал. Ты тут уже, получается, почти полгода. Да. Было ли такое за эти полгода, что ты пожалел, что приехал сюда? На самом деле нет, потому что мне все очень здесь нравится, именно в плане вообще вот такого общего настроения, да, ощущения себя вот в этой среде, да, среди... Что это за такое ощущение? На самом деле такое очень родное, как будто я действительно дома. Типа ты к родне приехал куда-то, да? Да. То есть не было такого, что там что-то вызывало отторжение, там неприязнь, да, такого, конечно, не было. Сзади. Что должно случиться, чтобы ты поехал в Россию обратно? Ну, я думаю, как сказать, ну... Ты можешь не отвечать, если не хочешь. Да. Лучше, наверное, ты так. Воспользуешься этим правом, да? Да. Хорошо. У тебя имеется какая-то тоска по Улан-Удэ или по Москве, может быть? Ну, по Москве, на самом деле, только в плане людей. То есть... Людей, в смысле, твоих товарищей, да, близких? друзей, да, с которыми мы постоянно встречались. А если людей не считать? А если людей, то, в принципе... Не, Москва мне на самом деле нравилась, потому что как-то жизнь там была довольно у меня хорошо устроена, там все стабильно, город знакомый, потому что я там учился 6 лет, вот. И в целом было ощущение такое, вот первое время, конечно, когда из Улан-Удэ уезжал, не хотелось в Москву, потому что все равно родной город, дом, да, родные. А потом, когда уже с течением времени там появились и друзья, да, которые там постоянно живут, и уже работа, да, то как-то уже стал ездить туда как к себе, ну, как второй дом, да. Я понял тебя. Вот. Смотри, а если можно было все что угодно сюда вытянуть из Улан-Удэ или из Москвы, вообще все что угодно, что бы ты сюда бы перевез бы в Улан-Батор? Есть такое, чего тебе не хватает настолько, что ты хотел бы, чтобы это здесь оказалось по волшебству, по твоему? Ну, хотел бы, чтобы здесь появились 2 ГИС. Карты, да. 2 ГИС, ага, а еще что? Потом, ну, в принципе, больше-то особо... Короче, 2 ГИС только получается. Да, какие-нибудь типа Яндекс.Карты или что-нибудь такое, да? Ну да, какой-нибудь такой хороший сервис, да, по которому можно ориентироваться. Я очень много слышал подобного рода пожеланий. Да, но даже вот сейчас, когда я шел сюда в студию, мне тоже пришлось у людей поспрашивать, как пройти. И вот это на самом деле хорошо, то, что здесь можно подойти к любому, спросить, и тебе спокойно покажут, объяснят, там, даже иногда за ручку отведут. А в Улан-Удэ что так не делают? Ну, в Улан-Удэ такой надобности нет, потому что карты работают, все можно спокойно самому найти. Насколько тебе нравится Улан-Батор по 10-бальной шкале? Я думаю, на 8 баллов. А Улан-Удэ? Улан-Удэ на 9. А Москва? Москва, наверное, на 8 тоже. Тоже на 8? Так, да. Хорошо. Ты можешь для людей, которые здесь вообще не были, и чтобы они представляли, как здесь материально все устроено, сколько нам денег в Улан-Баторе, чтобы себя нормально чувствовать? Вот, типа, одинокому мужчине, вроде тебя, которому плюс-минус 30 лет. Ага, в месяц, да? Да. Я так понимаю. Если... Тут, на самом деле, вот вопрос большой со съемом жилья, потому что тут обычно сдают не на месяц, да, не помесячную оплату ты вносишь, а в какие-то периоды, там, допустим, сразу за 3 месяца, там, сразу за 6 месяцев бывает, сразу за год бывает берут. Вот, то есть, если тут жить, конечно, надо такой вот как-то вот немножечко вложиться с самого начала. Но в целом, если так уже вот заплатил это все, да, то в месяц можно, не знаю, 1300
30, наверное, вообще вот спокойно Нормально, хватит. да? Но это без аренды жилья. Без аренды, да, без Хорошо. аренды. Да. А с арендой сколько бы вышло бы, если бы помесячная была бы Ну, аренда? с арендой где-то 50, наверное. Окей. В районе 50, я бы сказал. Хорошо. Я попросил тебя рассказать для тех, кто не был в Улан-Баторе, как тут материально все обстоит. А ты можешь объяснить людям, которые никогда не имели дела с монголами, что это за люди-монголы? Халхасцы. Ну, да, на самом деле они очень добрые, да, то, что это первое, что... Если это сравнивать с жителями Бурятии, да? Ну, даже не Бурятии, наверное, Москвы, может быть, да? Хорошо. Потому что в Бурятии все равно, как бы, тоже народ хороший, да? Продолжай, доброта. Вот, да, и здесь вот люди всегда готовы помочь, да, вот то, что я говорил уже, да, сориентировать тебя на местности, да, чуть ли не проведя за ручку докуда-то, до туда, докуда тебе надо. Потом, что еще? Ну, и такое вот какое-то спокойствие, да, и такая расслабленность. Вот мне нравится то, что люди, несмотря на то, что все равно у каждого, конечно, есть работа, да, там свои какие-то вот эти вот ежедневные, да, проблемы, да, маленькие, которые надо решать, но люди как-то здесь к этому относятся, ну, более, что ли, спокойно. Я правильно понимаю, что мы сейчас говорим про позитивный хамагуизм? Ну, типа того, да. То есть, если это можно, конечно, так назвать, то есть люди как-то чувствуют себя более расслабленно, что ли, чем, например, ну, чем в Москве, да. А если с бурятами сравнивать, вот халхасцев и бурятов, какие-то отличия бросаются в глаза или нет? Ну, буряты все-таки по сравнению с халха, вот как я заметил, они более такие, как сказать, более активные, более, что ли... Живчики, что ли? Ну да, типа того, да. Ты говоришь про бурятов, которые живут в Бурятии, или про местных бурятов? Или и про местных тоже, потому что и местные сами про себя говорят, что мы такие вот задорные, да, там все дела. Вот. Интересно. Так что да, тут, в принципе, есть такое, да, тоже чувствуется. Вот. Ну, а так, в целом, я тоже как-то особо различий таких прямо кардинальных не увидел. Хорошо. То есть, да, ну, буряты и халха – это все монголы, да, монгольские народы, поэтому у нас гораздо больше общего, чем разного. Окей. Ты можешь зрителям, которые не имели дела с халхасским, но знают бурятский, вкратце объяснить, в чем разница? То есть тот человек, который с детства знает бурятский, он сразу врубится в монгольский? Я думаю, что это зависит, конечно, прежде всего от желания человека понимать, да, речь собеседника. А какая там разница? В чем сложность будет? Сложность, наверное, в темпе речи, да, то, что речь быстрая, потом в основном в плане фонетики, да, то есть звуков. Другие звуки, короче. Да, то есть, но и когда ты улавливаешь эти различия, и когда привыкаешь к такому быстрому, да, темпу речи, ну, что, в принципе, нормально, да, для носителей любого языка. Вот мы сейчас по-русски тоже общаемся, мы говорим быстро. Не носитель нас не сразу поймет. Носитель, да, не сразу поймет. То есть надо будет ему очень сильно напрячься или попросить нас говорить помедленнее. Вот. Так что тут то, что здесь такой быстрый темп речи, это нормально. Вот. И к этому надо просто привыкнуть и пытаться, ну, если даже ты не понимаешь, то попросить повторить. Я понял. А фонетика, ты можешь сказать для тебя, какие самые различия, которые бросаются в глаза? Ну, это, конечно бурятский, же, монгольский. ну, допустим, по-бурятски саган, да, снег, а по-монгольски цас. Да, там, что еще? Там то, что в бурятском, да, ши, например, да, ты, чи. а тут чи. Я понял да. тебя. И, например, не гамаган, да, например, а самаган, да. Хотя Женщина, самаган тут типа, редко говорят, да, самаган редко говорят, но такое слово, в принципе, думаю, есть. Вот. И, ну, вот это различие, да, то, что бурятское г соотносится с, да, халхасским. И вот когда ты это улавливаешь и привыкаешь вот именно к такой быстрой манере говорения, да, тогда уже становится гораздо легче понимать. Халхасский или хоринский диалект? Ты можешь выбрать? Ну, наверное, хоринский, потому что это для меня лично ближе пока что, да. Но посмотрим, что будет дальше. Может, и халхасский. Но для тебя кажется безумной идея с хоринского на халхасский уходить в качестве стандарта? Да, я это не поддерживаю. То есть ты за хоринский диалект в качестве литературного диалекта? Да, потому что сейчас на самом деле состояние бурятского языка таково, что любые
какие-то изменения, да, даже в письменности, если мы начнем что-то менять, то это уже сразу повлечет за собой огромный хвост проблем, начиная с того, что нужно будет издавать всю литературу, да, на вот с этой новой орфографической нормой, и это большие деньги. А вот тебе скажут сторонники, допустим, южных диалектов, что а нафига все издавать, типа мы просто из Улан-Батора привезем книжки и все, и будем по ним учить. Ну, это тоже деньги же надо тоже, то есть привезти, да, это бензин, в смысле, деньги? И закупить, и привезти, и потом еще как-то этому начать обучать, потому что еще, чтобы обучать, нужно же кадры подготовить, и это большие проблемы. Хорошо, а для тебя вообще халхасский и хоринский это один язык или это разные языки? Монгольский и бурятский? Для меня, я бы сказал, что разные, потому что все равно есть, подсчитывают степень различий, да. О, скажи, что их делает разными, да. Вот что за степень различий такая? Ну, на самом деле разные. То есть, когда это был бы еще один язык, и после какой черты, какая точка невозврата, который делает, переход который делает их разными языками? Вот это на самом деле очень хороший вопрос, и в то же время очень сложный, на который практически... Можно популярно и просто попросить тебя ответить по возможности? Хорошо, да. Ну, на самом деле, вот эта проблема язык-диалект, она очень... она актуальна практически для, ну, если не всех, то многих языков, даже в России, если брать, да. То есть вот мы, когда наш центр занимался вот выделением, тоже было сложно понять, что есть язык, да, отдельный, а что есть диалект какого-то другого языка. И здесь, но здесь вот именно бурятский, если брать и халхасский, то нужно сравнивать, конечно, по всем уровням, да, фонетика, там, морфология, какие окончания, да, потом синтаксис, да, как строятся слова, предложения, то есть потом разные такие, как сказать... Фонетика разная. Фонетика, да, различается. Ну так-то похоже, синтаксис почти одинаковый, да, синтаксис морфология, да. Морфология в целом тоже, да, подходит. Ну вот и лексика еще, вот лексика я забыл, да, то есть слова, да, словарный состав. И в целом-то, если сравнивать, все равно бурятский и халхасский, то базовая лексика, она одна и та же. Да, вот эти 100, 200, 400 слов, они все похожи, да, они все имеют один корень. А если сравнивать, допустим, уже какие-то типа разные, да, синтакс, да, вот типа хатар, буджик, да, потом какие-то синтаксические конструкции, то есть предложения, да, разные. Тоже бывает, что нельзя полностью вот с халхасского перевести, сделать, допустим, халхасское предложение, перевести в бурятскую фонетику, произнести и получить, как сказать, Слава, ты можешь подумать и пример привести? Вот когда ты, типа, все меняешь на бурятский, просто, фонетику поменял, но все равно не переводится. Ну вот, допустим, здесь в монгольском, да, в халхасском языке есть, вот о том, что желают, да, говорят, допустим, я в Марвен, да, я хочу пойти, да, а по-бурятски мы это сказали бы би ябхаганнап, да, то есть вот эта конструкция уже другая. Потом... А что монгол подумает, когда мы ему скажем би онтахсаннап? Ну, он поймет, конечно. Я первое время так и изъяснялся, на самом деле, переделывая это на халхасскую фонетику, но и меня понимали, да. Просто это воспринимается уже как необычная конструкция, да, для... Кривая, короче, она криво звучит. Ну, не то, что криво, но просто она непривычно звучит. Мы с тобой, когда договаривались насчет интервью, мы переписывались в телеге и переписывались по-бурятски. Да. И ты один из 3 людей, который мне в переписке писал «хэмбэна». Когда я писал «сэмбэна», ты писал «хэмбэна». Вторые 2 – это Жаргал Бадагаров. И Амгалан, да? И Амгалан, да, и ты 3. Почему? Почему хэмбэна? А ты так тоже говоришь хэмбэна, да? Ну, не, я говорю по-разному, да, и говорю, если я себя как ты выбираешь, когда говорить хэмбэна, когда сэмбэна? Если я себя очень сильно контролирую, да, то я говорю, конечно, хэмбэна. Но если в таком живом, да, я говорю хэмбэна. Вот. И это на самом деле все очень большое влияние Жаргалбакши, да, и Амгалана, потому что я на самом деле очень-очень много узнаю именно от них, да. Ну, то есть через Жаргалбакшу можно... А вы на связи с ним, да? Ну, с Жаргал Бакшой вот мы как-то еще не знакомились лично, да, но я очень многие его идеи перенял через Амгалана. Понятно. А он на него воздействовал, да? Ну да, то есть вот такая цепочка получается, преемственности, да, и это очень здорово. Ну, типа, я у тебя где-то в Твиттере видел или что, когда ты писал Корею «Халангат». Но я типа еще понял, когда ты первую поменял «с» на «г», но когда ты конечную «с» поменял на «д», ну это как-то... было что-то, да. Ну да, типа, «халангат» еще бы, да, но «халангат» это прямо... Ну типа, какой пример-то привести? Ну вот «Алыс», например, слово есть дальний, да? Да. Но буряты же говорят и «алыс», и «алат».
Ну да. Даже алас чаще говорят, чем алат. Да, но это на самом деле, я думаю, это влияние письменного языка, я, конечно, могу ошибиться, но думаю, вот такое вот у меня есть предположение. Ну вот еще из самых таких очевидных примеров, да, это слово орс, да, Орс, которое в ага. халхасском орс, да, и в бурятском, которое орт, Орт, да, ага. через д. То есть вот этот вот такой вот переход, да, произошел вот из вот этого старого с в д. И Мы с Амганом, кстати, тоже разговаривали на эту тему в передаче, кажется, на чередование С и Д. да. Ну, типа все выкупают, как Га и С меняются. Но не всегда вот, ну это потому что очень более такое, я думаю, менее очевидное. Но это же вообще менее разные звуки, очевидный то есть переход. они в разных частях рта образуются. Почему они чередующиеся стали? Нет, ну С и Д, в принципе, у них различий не так много, просто С он такой щелевой, да, а Д он смычный. Но а они оба язык-то примерно... на передних зубах образуются. Да, типа, да. То есть, в принципе, там можно найти А почему, такое вот допустим, объяснение. могу сказать некоторые слова, а ты скажешь, переделал бы ты их на Г или нет? Вот, допустим, сэнь. Это хэн. Хэн, хорошо. Потом, допустим, телеканал Собак, по-бурятски. Хобок. Хобак скажешь, да? Да. Космос Сансар. Ну, это тоже сансара. Почему ты Собак переделываешь, а Сансар не переделываешь? Потому что сансара в бурятском это скорее заимствование из халхасского языка, и я никогда его не слышал в произнесении именно бурятском, да. То есть, Вот, может, ты сейчас Жигаlovу позвонишь, он тебе скажет «Хангар». Не думаю, на самом деле. Возможно, еще потому, что это заимствование, и там вот в заимствованиях немножечко по-другому это работает. Но я, опять-таки, тоже Хорошо. не специалист в истории языка, поэтому Еще какое-нибудь слово наврать. «Соел». Соел, да. Вот, кстати, я по поводу него задумывался, потому что... Буряты же все по говорят «соел». идее, да. И есть имя Селма. И в монголы все говорят «соел». Да, я вот тоже по этому поводу задумывался и думаю, может быть, все-таки по-бурятски это было бы «гоел», но не знаю, опять-таки, я не смогу это утверждать, потому что все-таки есть какая-то такая сложившаяся норма, да, где-то она как бы вызывает больше вопросов, где-то меньше. Вот, может быть, проще тогда все-таки «солонгас» говорить, чтобы сфера употребления слова была шире. Типа, чтобы я мог приехать в Батар и не переключать режим, понимаешь, да, о чем я говорю? В А ты принципе, «холонгат». но это на самом деле не такое прямо сильное это не различие. предъява, Да? это просто Не, я как бы понимаю. Ага. Просто если мы будем знать, да, что в бурятском языке так, а в халхасском так, то в принципе у нас не будет такого, что мы как бы не сможем понять, что это за слово вообще. Хорошо. То есть все равно контекст Хорошо. нам всегда очень сильно помогает. То есть слова же не существуют сами по себе, а всегда в каком-то контексте. Если это в контексте каком-то будет подано, то, думаю, будет вполне себе понятно. Ладно, мы, возможно, слишком узкую тему какую-то лингвистическую ушли. Я подумал. Да. Слава, у тебя европейские имя и фамилия? И отчество. И отчество. Расскажи немного про свое имя и про фамилию. Фамилия почему такая? Потому что у нас прадед, да, вот по отцовской линии. Прадед. Да, Ага. Это пятое колено, четвертое колено от тебя. Пятое, по-моему, Пятое колено да? от тебя. Да. Вот. Он жил, получается, в 19 веке, там сначала примерно до конца. Он тоже в Нукутах где-то жил, да? Да, вот в Там тех же местах, да, откуда наш род и вышел. И вот когда как раз началась вот эта вот вся вот этот процесс, Какой процесс? когда Вот людям процесс. начали давать фамилии, да, то есть у иркутских бурят он произошел чуть раньше. Когда Это документы где-то- начали раздавать Да, людям. это где-то конец 19 века, да, условно, так скажем. И вот тогда вот, видимо, те люди, которые вышли предка звали Бааня, да, но это по-бурятски получается как бы обуряченная Ваня, да, получается имя, Ага. то есть Иван. Вот. И они подумали так, что вот раз мы все вышли от Бааняга Вараганкада, то мы тогда будем возьмем фамилию Ивановы, да. То есть там в 19 веке уже были русские имена распространены среди бурят? Да, но это, конечно, происходило во многом за счет крещения, да, бурят и взаимодействия вот в целом с православием, да, с русской культурой. Я понял. Вот, и вот так фамилия, да, получилась. Потом, но тем не менее, все равно, несмотря на то, что русские имена давали, да, их все равно обурячивали, да, то есть вот Типа вот, как, я понял, ага. Да. Какой пример-то привести?
Ну вот там были примеры у нас, Ваня дословно, Баня. там Павел, это какой именно пример? Ну, Паша. Да, Павел, ага. Ага. Потом, сейчас еще что-нибудь вспомню. Пархоп, это Прокопий. Прокопий, да, Ага. вот Пархоби. Нахенте. Настенька, что ли? Не-не-не, это Иннокентий, Кеша. Да, Кеша. А Настю называли Насташа. О, прикол. Насташа, да. Вот, ну, как-то так. Вот. Сарпи. Сарпи, сейчас подумаю. Сарпи. Блин, ХБЗ. Серафима так Нифига называлась, себе. да. Ну, сокращенно, да, в какой-то степени. Вот, и вот эти имена вот бытовали в таком вот бурятском, да, произношении. Но еще помимо этого были такие арнеры, да, так называемые, клички, да. То, что дома типа звали как? Ну, не то, что дома, а в целом, допустим, в твоем сообществе, да, в твоей деревне, да, ты в паспорте, допустим, вот у меня предок, да, прадед мой был Иннокентий, да, а все его звали Бертанга. Да, и все его до сих пор, вот я когда в деревне общаюсь, да, со старшими, они его помнят как Бертанга. То есть Иннокентий это скорее, для них не так очевидно. А там в Нукутах с каких процентов европейские имена населения? У 100 или типа там у 90? Думаю, 90-95, где-то так. А бурятские имена, которые встречаются, это какие? Типа... Сейчас я вот точно видел Олзо, и, кажется, все. Хорошо. То есть каких-то таких прямо вот именно современников, да, с которыми я общался. В Нукутах мало. Да, и которые имеют бурятское имя, да, их мало. Да, Хорошо. Интересно, там Олзо давит за его бурятское имя? Да нет. Не шеймят, ничего такого? Нормально. Нормально, да? Хорошо ему живется. Ты рассказал про свою фамилию, а расскажи немного про имя. Про имя? Имя на самом деле вообще... С именем... Слава это Вячеслав полное? Да, все верно. И с именем вообще интересная история в том плане, что мама изначально хотела меня называть Артем. Вот она ходила беременная и думала, что будет Артем. А потом, когда уже родился, у нас вот из 4 прабабушек одна из них дожила до моего рождения, вот, и она сказала... она всегда так очень ненавязчиво, как мама рассказывает, говорила, да, и она сказала, что я бы хотела, чтобы моего, да, правнука назвали в честь моего зятя, то есть папиного отца. Вот, его звали тоже, он был Иванов Вячеслав, только Иннокентьевич, а я Иванов Вячеслав Валерьевич. Вот. Ну и мама там, конечно, не смогла устоять против этого, она приняла, да, решение вместе с папой, что да, давай так назовем. И она рассказывает, что где-то месяца 2 привыкала к тому, что это Слава. А ты знаешь, что значит твое имя? Вроде бы самый славный, что-то такое. Вот я точно не углублялся в эту этимологию. Хорошо. Вот, но, по-моему, так. Да. Слава, ты хотел бы в будущем иметь детей? Да. Как бы ты их назвал бы? Я думаю, бурятскими именами. То есть не тибетскими, а вот чисто такими Да нет, бурятскими? Может быть и тибетскими, почему нет? Потому что это все равно уже часть бурятской культуры, да, и ничего такого в этом нет. А почему мы можем сказать, что тибетские имена часть бурятской культуры, а, допустим, имена типа Вячеслав или вот как твой Валерий, это еще не часть бурятской культуры? Или они тоже часть бурятской культуры уже? Я думаю, что они все-таки их пока нет возможности считать, да, именно частью бурятской культуры. Почему? Потому что вот те имена, они пришли через буддизм, да, то есть... там Навжил, там, не знаю, или Царен, что-то такое. Когда буряты уже принимали, да, буддизм, и вот это вот все, вся вот эта терминология, да, все эти имена, да, наименования, они постепенно, да, и ненавязчиво входили в жизнь бурят. И вот за счет этого, я думаю, эти имена стали осознаваться как часть именно бурятской культуры. Интересно. Вот, и поэтому сейчас, у меня вот такого нет, что разделения, что там вот это исконно бурятские, это там тибетские, это санскритские вообще. То есть для тебя имя там Алдар настолько же бурятское, насколько имя там какой-нибудь Должин, например? Ну да, конечно. Или Арья? Да. Хорошо. Я был в Шэньхэне, и там был чувак, с китайским паспортом, китайский бурят, его зовут Денис. И я говорю, почему тебя так назвали? Они говорят, потому что это бурятское имя, то есть для них это имя, которое отличает бурятов от монголов. То есть и они уже по-другому воспринимают. Для них вот многие русские вещи, они типа бурятские, потому что типа это нет у соседних монголов, поэтому они бурятские. И типа для них слово «остал» — это старое бурятское слово, а типа «шире» — это монгольское слово, типа мы его не будем юзать. Вот. То есть интересно, как в зависимости от места
немного меняется восприятие Да, того или да, иного. да. Окей. А ты видел сейчас, осенью была такая тема, что многие люди, типа Бадмаевы становились Бадмен и все такое. Ты Да, как к этой да, теме да. относишься? Когда фамилии начинают на бурятское склонение переделывать. Это хорошо, Это кайфовая тема. это же исконно бурятский способ А ты бы образования. мог бы стать Иванин, получается, ты был бы, да? Но скорее, это не по фамилии, это же по отчеству делается, то есть по имени отца, да, или матери, да, в Ну вот Валерин, ты бы себя... Валерин Вячеслав. Ну, мне пока это сложно осознавать. Ага. То есть, если бы у меня было бурятское имя и отчество, да, то я бы, конечно, с легкостью переделал. Вот ты документ пока не готов менять. Вот А на эту документы тему. не-не-не. Я Хорошо. И останусь не будешь. пока То есть так. ты Славой Ивановым будешь пока что? Думаю, да. Хорошо. Слава, как у тебя дела с религией обстоят? Как сказать? Ты религиозен? Ну, думаю, умеренно. То есть я, конечно, я делаю буддийские, да, разные, практикую буддийские, да, практики, практикую практики тавтологии. Вот. Потом, и с 2014 года, когда вот я приехал первый раз в нашу деревню, познакомился с родственниками, с земляками, которые там живут, вот я уже начал погружаться и в шаманистские тоже практики. Думаю, буддийские патриархи были бы недовольны тобой. Да нет, в буддизме особо такого же нет. Но в буддизме нет такого, что там если ты так делаешь, что ты все там у тебя ты испортил себе карму, ты отступил от веры. В буддизме да, нет, а у буддийских патриархов может быть такое. Патриархов? Ну, патриархи буддизма. У каждого, конечно, разные отношения, может быть, да, Хорошо. это, в принципе, люди, да, все разные, но в целом, да, в самом учении, да, такого нет, что там вот именно ты должен делать так, да, Короче, вот ты так уверенный делать буддист, нельзя. шаманист, получается. Ну да, я вот примерно как у нас в Бурятии, да, распространено. Я понимаю. Я у тебя в Твиттере видел контент, связанный с алкоголем, с твоим потреблением алкоголя. Ага. Уважаешь алкоголь? Что значит уважаю? Какой напиток любишь среди прочих? Из алкогольных? Да я не знаю, такой какой-то любви-то нет прямо, что там, что я предпочитаю что-то чему-то, да. Все в смысле пьешь? Ну да, вот умеренно, Все. можно и там разные, да, вот эти попробовать. Как относишься к мнению, что бурятам лучше пить после 40? Ну, Слышал такое мнение? Я, конечно, слышал, да. Не, ну, конечно, с одной точки зрения... Игнорим это как пережиток прошлого или берем на вооружение? Ну, я думаю, каждый сам решает для себя. Хорошо. То есть, если хочет, да, то... Похоже, ты игноришь. Я не следую, это я признаю. Хорошо. Когда впервые попробовал спирт? 18. 18. Понравилось? Ну, думаю, да, примерно, да. Отлично. Я упомянул про Амгалана, который твой товарищ. И он тоже в некотором смысле языковой активист. Ну, то есть в довольно широком смысле. Да, конечно. Кто вообще для тебя сейчас самые заметные люди, которые позитивный движ вокруг языка наводят, кроме Амгалана? Кроме Амгалана. Амгалана же мы можем отнести в этот список? Да, конечно. Хорошо, а кроме него? Вот Сергей Санхядов, да, есть. Я знаю этого, видел чувака в Ютубе. Да. Вот он тоже вот сейчас делает, он тоже язык изучал сам, да, насколько я знаю. Лично я с ним, к сожалению, не знаком. Кто из вас победит друг друга? Даже не знаю, надо познакомиться. А вы за руку не здоровались, да? Мы еще лично не знакомы, да, понятно. и даже как-то особо Он в баттере в или в личной Лонде? переписке не переписывались. Не знаю. Хорошо. Я видел твою реакцию на срач, который был вокруг бурятского андеграунда. Ага. Что думаешь насчет бурятского андеграунда? Тут, конечно, мнения, да, разделились у людей. Только про твое мнение. Да, но я лично считаю, что, возможно, вот именно использование таких даже вот каких-то атрибутов, да, которые связаны с буддийской культурой, с бурятской культурой, что их в такой контекст все-таки не надо выносить. Вот у меня такое вот есть ощущение, да. Вот если нас, допустим, сейчас смотрит Юлий, который двигает этот движ, мог бы ему какой-нибудь свой досужий совет дать на будущее? Я думаю, все уже сказано. А что сказано? Что ты имеешь в виду? Что сказано? Ну, что вся вот эта вот, когда весь движ был, да. То есть какие, если подытожить резюме, что сказали-то Юлию? Ну, что все-таки эти предметы, да, вырывать из контекста, где они используются, да, все-таки не надо. Не стоило, да? Да. Хорошо. Если сейчас эту видеозапись, видеопленку смотрит глава Бурятии или его друзья, ты можешь какой-то досужий совет им дать? В плане вот языковом, да? Да. А у тебя есть еще какие-то советы? Ну, нет. Вот. В плане языка, конечно, нужно прежде всего
вводить, да, образование на бурятском языке, потому что сейчас очень много семей, да, которых ни отец, ни мама, да, не владеют языком, а дедушки, бабушки бывают живут далеко. Но они себя идентифицируют бурятами. Да, тем не да. менее. И, допустим, вот если такие пары, да, захотят обучить детей бурятскому языку, вот, они могут отдать ребенка в школу с бурятским языком обучения, да. Но таких школ у нас в Улан-Удэ, вот, бурятский лицей-интернат, и то там, по-моему, только в начальных классах идет, и то не все, а потом все переходит уже на русский. Вот, если бы, допустим, было бы хотя бы, да, начальное образование, да, 4 класса полностью на бурятском языке, то тогда дети бы за 4 года спокойно овладевали. И к тому же еще это показывает опыт Монголии, да, и российских школ, которые здесь работают. Да, когда они офигенно говорят по-русски, монголы местные. Да. Вот у меня наша родственница работала здесь учителем начальных классов, она получила в первый класс полностью монголоязычный, никто по-русски там не говорил. Вот, и за 4 года она вот с ними, им все преподавала, объясняла, разговаривала, много общалась с ними, и к концу 4 класса они уже все свободно разговаривали по-русски. Замечательно. Вот, и если бы в Бурятии, да, было бы реализовано такое тоже образование, да, хотя бы в начальных классах, да. В общем, мы советуем главе открыть школу на бурятском языке. Но не одну, да, чтобы их было гораздо больше, потому что 4? Больше гораздо. 10? Ну, то есть в каждом условном районе, да, должна быть... Давай в Улан-Удэ просто разберемся хотя бы. Сколько у нас школ в Улан-Удэ, надо тогда понять. Ну, пусть половина из... Давай, допустим, 100 школ, к примеру, чтобы считать легко было. Пусть 50 школ будет, да, с такой возможностью. А сколько поставим сегодняшним властям Бурятии за языковую политику по 10-бальной шкале? Какую оценку? Как оценим их работу? Это так... Я думаю, что все равно делается, конечно же, работа идет, да. Цифру, пожалуйста. А вот балл какой можно поставить, наверное, не знаю, я бы 5 поставил. 5? Из 10, да. То есть, потому что все равно что-то делается, да, но такого именно продвижения, да, что там у нас стало больше носителей бурятского языка, да, среди детей, среди взрослых, у нас таких показателей, я так понимаю, нет. А любые действия, да, которые делаются государством, да, и активистами, они должны быть направлены вот именно на такое, на увеличение числа носителей. И есть бурятский политик, которого ты уважаешь? Сложно сказать. Я думаю, если был бы, ты сразу его озвучил бы. Ну да, наверное. Хорошо. У бурятского народа есть лидер? Не знаю. Тоже это очень такой, как сказать, вопрос, тоже сложный. А для тебя есть чувак, которому ты веришь и доверяешь? В плане чего? В плане видения развития твоей родины? Из существующих, да, политиков, наверное, все-таки скорее нет. Хорошо. Ты любишь Бурятию? Да. Бурятию? Да. Кто для тебя патриот Бурятии? Кто такой бурятский патриот? Можешь определить? Думаю, да, это человек, который, во-первых, готов делать что-то на благо ее развития, да, на развитие ее культуры, да, ее языков, и который открыт для принятия опыта других стран, да, и применения его уже на местах. Ты бурятский патриот? Да. Расскажи немного про костюм, в который ты пришел. И костюм я это бы не стал называть, это просто наша одежда, да, дыгыл. Бурят дыгыл. Да, это я заказывал здесь, в Улан-Баторе. Но это на халхасский манер он сшит, да? Нет, это бурятский дыгыл, потому что бурятский он не только же с таким вот ингером, да, который трехцветный. Это хоринская тема же. Это хоринский, да. Вот, потому что буряты, это скорее такой более повседневный вариант. Почему? Потому что я его специально для этого и заказывал, чтобы как-то ходить, да, по Улан-Батору. Сколько здесь стоит? Вышло все вместе 300 тысяч тугриков. Это 6 тысяч рублей? Да. Очень такая разумная цена. И вот Амгалан тоже посмотрел его, оценил. Доволен остался? Да, поставил очень высокую оценку. Какую? 10, или 9,5 там. По 10-бальной? Да. То есть я очень был этому рад, конечно же. Вот там научил все, как там носить. Там в Бурятии вот что-то похожее могли носить там некоторое время назад, да? Да. А в каком регионе Бурятии такое носили?
Я думаю, в Хоринских районах все-таки. И, ну да, что в этом Дегеле говорит, что это хоринская штука? Ну, во-первых, да, то, что, как сказать, вот сам воротник, да, то, что он не сильно высокий, там, не сильно низкий, вот такой вот, да, умеренный. Потом здесь одна пуговица обязательно, да. А здесь вот на Ингере 2 пуговицы, и вот здесь сбоку, да, тоже 2. То есть итого 5 должно быть. У халхасских, да, у них здесь бывают 2 на воротнике, здесь 3. И здесь там еще сколько-то, да, и получается сколько, 7, да, 5, да, 7, да. Я понял. Вот, и покрой сам тоже, потому что вот здесь тоже рукава бывают у халхасских, они, как Амгалан рассказывал, я вот многое, то, что я сейчас рассказываю, это с его все уст взятом, да. Здесь этот рукав у халхасских, он такой, как труба обычно идет, а вот здесь, у бурятских он расширяется. Не то, что зауженным, он просто идет так ровно. Хорошо, да? Хорошо. А тут он более расширяется к подмышке. И самая большая... Неважно. Да. И самая, конечно, отличительная часть, я думаю, да, это хорме, да, подол. Сам, потому что у халхасских он более такой трубообразный, а у бурятского он должен быть широким, да, расширяться. Как клёши, получается. Как-то? Ну, есть джинсы клёш, они расширяются снизу. Да. Если это, можно сказать, применительно к Дегелу, то да. Понятно. Но здесь еще, конечно, не хватает головного убора и обуви. То есть сапоги нужны. А ты считаешь, что есть такое понятие истинный бурятский костюм? И вот есть такое понятие настоящий бурятский костюм? Думаю, да, потому что все равно что это за костюм? Это костюм, который шит по всем как бы канонам, да, правилам. Какого времени? Думаю, вот начало 20 века, наверное. А почему именно начало 20 века берется за образец? Ну, потому что тогда прервалась вот эта традиция, да, то есть для бурят именно, которые стали жить в Советском Союзе, да. То есть Дегел постепенно вышел из повседневного ношения, и поэтому вот эти навыки, да, шитья, они утратились. И сейчас вот в основном восстанавливают за счет навыков шинэхэнских бурят, потому что у них они сохранились более, ну вот в том виде, в котором они были тогда, вот на момент начала 20 века. А дегел, который, допустим, носили в 18 веке, если найти документы, и сшить, это будет бурятский дегел? Да, конечно. Который в 17 веке носили? Тоже, да. В 16-м? Ну, в 16-м уже, наверное, это будет что-то, отчасти, может быть, можно так считать. То есть это уже не бурятский костюм в 16 веке? Да, все равно это будет восприниматься уже как что-то, нечто иное, да, потому что, А костюм 18 века, 19 они разнятся у бурятов? Вот это я не знаю, надо изучать конкретную историю. То есть платье же оно постоянно меняется? Угу. Платье. Платье я имею в виду одежда. Мода, не в смысле, да? что женское платье, а в смысле платье как одежда. Ага. В этом смысле. Да, но традиционно она скорее меняется гораздо, как сказать, медленнее, да. Вот, не может ли быть такое, что, допустим, если эту пленку смотрят буряты, допустим, 23 века, и для них традиционная бурятская одежда – это как я одет, а не как ты одет? Может быть, да, конечно, если так… И то же самое, мы сейчас думаем, что вот это традиционная бурятская одежда, а на самом деле это то же самое, что вот пиджак для сегодняшних, понимаешь, да, про чем я говорю? Да. Ну, то есть это зависит от восприятия, конечно, все. Да. А какой ты бы мог совет дать человеку, который во взрослом возрасте начинает учить язык? Я бы посоветовал найти такого человека, который говорит на языке, да, и с ним постоянно как-то взаимодействовать, делая какие-то такие повседневные дела, да, допустим, вот готовка еды, да, уборка, стирка, там, поход в магазин, и чтобы человек, который знает язык, он все объяснял на бурятском и конкретно показывал, да, допустим, говорил, там остол или шире, там, хибыс, аяга, оган, да, аяга те оган, да, типа чашка с водой, ну и вот это все объяснял, и ты бы, да, это как бы проговаривал, да, вместе с ним. У тебя такой человек это кто? Сейчас это типа Амгалан, да? Это отдельная, на самом деле, методика обучения, называется мастер-ученик. А ты до Амгалана ты уже был хорош, да, в бурятском плюс-минус? Да, я бы не сказал, но я начал говорить где-то, когда вот активно говорить, где-то уже, наверное, будучи в университете. То есть тебе было 20-ник плюс-минус? Ну, где-то да. Потому что все равно такой практики вот именно не было повседневной в течение школьных времен, да. Хотя у меня бабушка говорит, и вот мы сейчас с бабушкой говорим, тоже очень хорошо. Но она по-унгински говорит, да? Ну да, по-аларски. Ну это примерно близкие говоры. Бурята – это биологическая характеристика или культурная? Культурная, наверное. Мир без аниме или мир без бурятской буквы «Г»?
И без того будет плохо. Как ты по-бурятски ответил? Будда или Чингисхан? И то, и то. Буряты и монголы – это один народ? Ну, это родственные народы, но все-таки разные. Если освоить любой язык, кроме тех, которых ты уже знаешь офигенно, какой бы ты язык выбрал? Японский. Угу. В какой стране ты жил, если бы не в России и не в Монголии? Может быть, не знаю, где-нибудь в Южной Корее, в Японии, может быть, как Хорошо. вариант, или где-нибудь в Европе. Бурят болса ғая ғазар, ханова. Ямарше Газарбаевна. Зе. Улан Батыры ғая ғазар. Улан-Батыр, Ямар, Богдыхан Ола, Заясын, ну и центр города. Зе. Ғая сывырхың бурят басхың. Шыне тұрыл хичне выше. Гая Саверхан, Гырлма Юрзнаева. Зе. Вола. Ты мог бы встречаться с девушкой, которая не знает бурятского? Да, конечно. Улан-Удэ или Эльста? Улан-Удэ. Где Простите, братья калмыки. Хорошо, лучшая бурятская черта. Сложно сказать. Худшая бурятская черта. Худшее. Тоже как-то это. Буряты хитрые люди. Да, не, зависит от людей, на самом деле, потому что люди все равно разные. Буряты есть и хитрые, и нехитрые. И... Хорошо. Бурятское слово, которое не переводится на русский. Хочется сказать что-то такое более высокое, да, но приходят на ум только разные наши частицы бурятские, да, и ну и вот, да. Приведи пример частицы. Ну, всякие там юм, частица ха, аб, там, абза и так далее, и так далее. А русское слово, которое не переводится на бурятский. Русское слово... Да не, все можно перевести. Хорошо. На самом деле просто. Российский политик, которого ты уважаешь. Не знаю, затрудняюсь. Бурятский политик, которого ты уважаешь. Тоже затрудняюсь. Ты молишься? Молюсь? Молюсь? Да, молишься ли ты? Да. На каком языке? Ну, скорее на бурятском стараюсь. А ты когда-нибудь признавался в любви девушки? Да. На каком языке? На русском. Хорошо. Скорее, да, на русском, да. Да. Дегл или пиджак с брюками? И то, в зависимости от ситуации. Зачем выбирать что-то, если можно? Чувак, которому ты поставил бы памятник в Улан-Удэ. Кто бы это мог быть? Выбор на самом деле большой. А ты между кем и кем сомневаешься? Мне пришел в голову Сыбенджам Сарано, да, потому что он очень большой деятель да, в истории Бурятии начала 20 века. Вот. Ну, думаю, что, наверное, ему... Хотя у него тоже очень много было как бы сподвижников, да, которые тоже делали вместе с ним эту работу, да, по бурятской государственности, да, вот это там получается установление республики, да, и сложно выбрать, сложно. Хорошо, да. хорошо. Всем вообще надо. Самый выдающийся монгол, не считая Чингисхана. Не знаю. С каким цветом у тебя ассоциируется русский язык? Цветом? Угу. Сейчас пришло в голову красный. А с каким цветом ассоциируется бурятский язык? Синий. Гедорте монголхал. Монголиден. Сойван. Гедорте аротхал. О, блины. Блин. Блины до тортеп. Хорошо. Дугабде. О, да. Кайве. Баштэ. Берла. Да. Верты. О, Спасибо. Почему ты жмешь двумя руками? Потому что старше. Я эти темы не секу. О, что-то горло пересохло. А если бы я тоже тебе двумя руками пожал бы, нормально это было бы? Или я бы... Не, нормально. Можно нормально. было, да? Конечно. Почему нет? А ты в теме за эти приветствия Сагалгановские? Да. Расскажи, пожалуйста. Ну, старший всегда кладет руки сверху, младший снизу. То есть мы вот так должны были с тобой встретиться? Да. Еще под локти там дальше, да? Я понял. Вот, Я должен был пальцами коснуться локтей. Ага. А я, соответственно, твоих, да? То есть вот как-то вот так до сюда. Я понял тебя. И потом, что еще? Споры идут между тем, что там в головном уборе или не в головном, но скорее, я думаю, что... Приветствие в головном. Да. Я думаю, что скорее, лучше, наверное, в головном все-таки, чем без. Потому что холодно на улице? Да нет, потому что все-таки считается, когда голова чем-то покрыта, да, вот это как-то более хорошо, да, чем когда головного убора нет. Когда головного убора нет, как будто нет какой-то вот составляющей, да.
Еще какой-то важный момент. Еще вот я недавно вот перед этим Сагалганом узнал, что, оказывается, есть споры, ну или не споры, такие разночтения в том, как приветствуют друг друга женщины и мужчины, да. То есть кто-то говорит, вот, по-моему, от Бурдрама была серия роликов, когда там более младший мужчина подходит к старшей женщине, да, и приветствует ее снизу, да, потому что она старше как будто бы, да. И они сказали, что это неправильно, что женщина всегда типа приветствует как бы снизу, да, а мужчина... Как более низшее существо. Я не знаю, какие там закладываются именно смыслы. А мужчина как более высшее существо. Но я считаю, что все-таки возраст имеет первостепенное значение в этом ритуале. А не пол. Да. То есть даже если мужчина младше, то он А ты должен за равноправие снизу мужчин и женщин? брать. Ты за равноправие мужчин и Да. женщин? Во всем? Или есть исключения? Конечно, да. Во всем, да? Ну, то есть все должно обговариваться, да, то есть если там женщине удобно убираться, да, а мужчине удобно зарабатывать, то, пожалуйста, пусть он так и Ты будет. готов быть в семье, где ты будешь домохозяином, а деньги будет зарабатывать твоя супруга? Да? Хорошо. Понятно. Ну что ж, да, еще раз. Да, ВРТ. Мне кажется, кого-то отменят после этого.